Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Прежде всего, позвольте поблагодарить Вячеслава Андреевича за приглашение на презентацию и за благовременно предоставленный экземпляр книги, с которым я ознакомился с большим удовольствием. Не знаю, к сожалению или к счастью, у меня такая привычка, может быть, она дурная. После того, как я читаю книгу внимательно, кто-то другой не сможет ее прочитать, поскольку миллион всяких примечаний, вкладок и так далее. Я с большим удовольствием ознакомился с этой работой, и вот здесь говорилось о том, что здесь имеется гриф Академия науки Абхазии и самое главное издательство ЛТ. Хочу сказать, что с греческого языка слово «алифия» означает то, что нельзя предать забвению. Так что я думаю, что эту книгу никогда невозможно будет предать забвению, потому что она очень и очень интересна. Во-первых, тема, которая поднимается в этой книге, наиважнейшая, при том, что что-то, конечно, изучалось в 20 веке, но все-таки, я думаю, большинство согласитесь с тем, что там очень много лакун. Вячеслав Чирикба несколько раз цитирует итальянского ученого Доминика Джоффре, автора исследования торговли рабами в Генуе в 15 веке. Я хочу зачитать эту цитату, с моей точки зрения она очень важная. Мы знаем, что с 13 века, после того, как генуэзцы обосновались на побережье Абхазии, они поддерживали ежедневные контакты, подчеркиваю, ежедневные контакты с ее населением, которое занимало центральную часть побережья Кавказа. Эти отношения сохранялись порой не без моментов напряженности до конца генуэзского правления в Тавриде. Ежедневные контакты означают, то есть очень сильный пласт влияния, который оставляют средневековые итальянские республики в Абхазии. В одном из своих докладов, представленном на первой конференции молодых ученых, это 14 лет тому назад, в 2006 году под названием «О перспективе развития абхазской исторической науки», я тогда в частности отметил, я просто цитирую, более чем уверен, что изучение генуэзских архивных материалов прояснит нам много не только в области истории нашего народа и государства, но и в области традиционной культуры абхазов, их религиозных обрядов. Об этом еще в XIX веке писала итальянская исследовательница Карла Сирена. К примеру, столь популярны среди абхазов празднования Старого Нового года есть наследие культурного влияния выходцев из средневековых итальянских республик. Интересно, что согласно источнику XVII века, Абхазия раньше, чем Россия, перешла на празднование Нового года по Григорианскому календарю, который был введен в XVI веке. Это тоже очень интересный факт. Здесь еще хочу отметить, вот Олег Флотович это говорил по поводу библиографии. Для меня эта книга отличается именно тем, что здесь огромное количество иностранной литературы, западной литературы, которая, к сожалению, по разным причинам всегда выпадает из поля зрения абхазских исследователей, в большей части выпадает. Поэтому то, что Вячеслав Андреевич вводит такое количество западных работ по данной тематике в оборот абхазской науки, с моей точки зрения, имеет очень важное значение. Да, и нужно отметить, что, честно сказать, на русском языке у нас не так много работ по этой тематике. Вот. Мы все знаем, что профессор Карпов занимался главным образом восточным побережьем Черного моря. Конечно, в Абхазии тоже были исследователи, они здесь назывались, Реза Николаевич Каца, Цала Чичуба, они тоже пишут по этим работам. Единственное, Вячеслав Андреевич, позвольте дополнить к вашему списку, я просто не нашел эту работу там. Еще в 1994 году грузинские авторы Гиви Жордания и Зураб Гамизардашвили, они издали такую работу, называется «Римо-католическая миссия и Грузия», часть первая, конец 16-18 столетия. Хотя это выпадает из ваших хронологических рамок, но тем не менее 738 страниц. И там очень много интересных материалов. На русском языке, да, я на русском языке. Дальше. Кроме того, следует отметить, что вот в этой книге, это договорились и до меня,
в этой книге практически обозначены все направления темы для дальнейшего дополнительного исследования вот, взаимоотношений Абхазии, итальянских государств, городов-государств. То есть любой молодой человек, для него это важнейший фундамент, если он в дальнейшем будет заниматься научной работой по данной тематике. В книге автор несколько раз благодарит меня за предоставленные ему небольшие материалы. Я просто хочу отметить, что главное то, что было предоставлено мной, здесь еще об этом скажу, это генуэзская серебряная монета XIV века. Значит, в 2005 году ко мне пришел молодой человек, простой, обычный человек, сказал, что его очень близкий человек, родной, кажется, и знакомый, нашел в 2000 году в Цабале вот эту монету. Я посмотрел на нее, мне показалось, что эта монета очень интересная. Вот. И потом, как оказалось, купил я ее даже, могу назвать даже цену 5000 рублей. Значит, вот. Как оказалось, по сведениям, приводимым в этой книге Вячеслава Андреевича, из 23 итальянских монет, обнаруженных в Абхазии, единственная, которая сохранена, остается доступной для исследователя, оказалась именно вот эта монета, которая у нас сейчас хранится в фонде Церковно-археологического музея Священной Митрополии Абхазии. В свою очередь, я хочу поблагодарить Вячеслава Андреевича за изучение этой монеты и прочтение надписи, то, чего не было сделано нами. Я зачитаю вам. На аверсе монеты, значит, написано «Конрадус рекс Роману», Конрад, король римлян. На реверсе «Lam vacuam Deus proteget», Генуя, и да защитит ее Бог. Конрад – это император Священной Римской империи Конрад III, который в 1139 году даровал Генуе право чеканить собственную монету. Вы сейчас как раз эту монету здесь видите. Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что вот с 2015 года у нас пока нет возможности, нет помещения для экспозиции всех материалов Фонда Церковно-археологического музея, но с 2015 года у нас есть онлайн-экспозиция в интернете, и сейчас там представлено порядка 200 экспонатов. Здесь вот присутствуют как раз мои сотрудники, Афра Смори и Геа Захарцев, которые выкладывают все эти материалы. Так вот, это очень важно. Мне хотелось бы, чтобы материалы, которые находятся здесь, в Абхазском государственном музее, в хранилище археологическом, чтобы они выкладывались, пусть с краткой справкой, с фотографией, с какой-то небольшой информацией. Почему это важно? Потому что это уже второй случай, в нашем случае, с нашим музеем, когда исследователи самостоятельно находят эти материалы и затем пишут целые статьи по тем экспонатам, которые у нас имеются. Соответственно, мы бесплатно получаем хорошую информацию о собственных экспонатах. Далее. Глава 3. Католическая церковь в средневековой Абхазии, она, безусловно, была для меня интересной, поскольку я занимаюсь изучением истории христианства в Абхазии. Я сейчас не буду приводить и говорить всего, там очень-очень много материалов. Здесь Вячеслав Андреевич и другие авторы говорили скромно, что это филологическое исследование. На самом деле это очень серьезное историческое исследование, данная книга. Я хочу обратить ваше внимание на несколько моментов. Вот Олег Флотович как раз упомянул о церкви святого апостола Матфея, построенной на Сукумской горе, которая именовалась Самату. Значит, Санта, Санто, Матеос, Матфеос. Мы знаем, во-первых, нужно уточнить, значит, речь не идет об апостоле Матфее с буквой Е на конце. Речь идет об апостоле Матфии, Матфиас. Значит, он из древних христианских источников, мы знаем, что он занял место Иуды. Восполнил число 12 апостолов и был из числа 70 апостолов. Но самое интересное, думаю, что если итальянцы построили эту церковь в Севастополисе, они сделали это не случайно. Почему? Мы имеем два древних христианских источника, которые сообщают нам о проповеди и кончине именно этого апостола Матфея в городе Севастополе-Сукуми. Это каталог апостолов
который приписывается Дорофею, епископу Тирскому, IV век, и каталог апостолов, который приписывается другому автору, Сафронию, IV век. Вот это очень важный момент, друзья мои, потому что еще есть другая сторона. Почитаемых гробниц этого апостола Матфея 4 теперь. Одна, о которой говорил Чернявский на этой горе, внутри этой церкви. Следующая находится в монастыре Санта-Мария в Триере, Германия. И 2 гробницы находятся в Италии. В знаменитом храме Санта-Мария-Маджоре в Риме. Когда я путешествовал по Италии, я специально поехал в этот храм поклониться мощам апостола Матфея и попытаться какие-то, если есть следы, что-то, какая-то информация. Но, к сожалению, ничего не удалось. И Санта-Джустина в Падове, еще одна гробница. Я почему это говорю? Потому что генуэзцы и венецианцы прежде всего вывозили христианские святыни. Как вы знаете, они вывезли все из Константинополя, сегодня все, что находится в Венеции. Они тайно вывезли, вложив, значит, в мед останки святого апостола Марка, и Венеция, значит, имеет символ этого апостола льва, как вы знаете. Мне кажется, что мощи апостола Симона Канонита таким же образом могли оказаться на Западе. Дальше. Вячеслав Андреевич приводит очень интересное письмо епископа Севастополя Сухума, я просто не говорю каждый раз современный Сухум, англичанина по происхождению Петра Джеральди, к епископам и архиепископам Англии 1330 года. Он целиком приводит это письмо на латыни, и я просто хочу вам зачитать небольшой фрагмент перевода этого письма. В письме говорится следующее. «Здешним католикам властелин даже кладбище дал, чем сильно обиделись епископ-схизматик и его священник». Разъясню, что это значит фраза. Это единственный документ, который нам дает информацию о существовании в первой половине XIV века здесь, в Сухуме, православного епископа. Они их именовали схизматиками, потому что великая схизма, то есть разделение церквей, которое произошло между Востоком и Западом, и каждый другого называл схизматиком. Так вот, был епископ со своими священниками. Но интересно последующий текст. «Того ради недовольство возросло настолько, что воздвигнутый посреди латинского католического кладбища крест повалили и разрушили 15 воздвигнутых латинь надгробных камней. В латинине воздвигли их снова. Здешние схизматики, то есть православные, священники и народ при участии сарацин, мусульман и иудеев в 3-й раз повалили камень и отнесли ему к епископу схизматику». То есть мы имеем такое очень четкое противостояние Востока и Запада. То есть Запад – это католические монахи, значит, Восток – это православные схизматики, сарацины и иудеи вместе выступили снова против Запада в XIV веке. Конечно, надо понимать, что, к сожалению, фанатизм он всегда имел место, и в то время, к сожалению, этот фанатизм мы тоже там встречали. Хочу добавить то, что до официально открытой миссии католической в Сухуме, в Севастополе, да, православных убили 2 доминиканцев. Да. К сожалению, к сожалению, религиозная нетерпимость, она, к сожалению, имела место в Сухуме в XIV веке. Теперь, значит, в конце 3 главы Вячеслав Андреевич говорит об истории католицизма в Абхазии с 17 по сегодняшний день, как продолжение темы. Приводим автору краткому историческому экскурсу, я хотел бы добавить еще одно сведение. Значит, из рисунков Дона Кристофора де Кастелли, рисунок 466, имеется проводительная следующая надпись. Владетель Абхазии Беслава Шаршаня, то есть Шервашидзе, предоставил нашим миссионерам, то есть католикам, 2-ю церковь. Эта церковь находится в деревне Лан. Я полагаю, что речь идет о маленькой церкви перед Пицунским кафедральным собором. Еще один момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Значит, речь идет об испанской, а точнее о рукописи, хранящейся в Национальной библиотеке Мадрида. Это известная рукопись, где, кстати сказать, этот флаг с собой тоже встречается. Называется «Книга знания всех королевствах».
написанная в середине XIV века, среди основного населения королевства Сан-Эвстрополи или Севастополи, то есть Сухума, называются в этой рукописи каманы-христиане, а также многочисленные евреи, также бывшие христианами, которые склоняются больше к грекам, то есть православным, чем к латининам, то есть католикам. Я обращаю внимание, сейчас я обо всем не буду говорить, только на каман христиан, потому что эта тема меня интересовала, когда я писал докторскую диссертацию по месте кончины святого Иоанна Златоуста и попытался установить время появления топонима Команы на территории Абхазии, там, где сегодня находится Каманский монастырь. Так вот, значит, Вячеслав Андреевич здесь говорит о том, что каманами, как известно, да, называли половцев, да, или их куманами еще называют, то есть кочевников, тюрков, кипчаков, которые потом дошли до Венгрии. Но Вячеслав Андреевич полагает, что, скорее всего, здесь речь не идет о них, и ссылается на Шалва Денисовича работу, где он отождествляет каман христиан XIV века из этой рукописи с гумскими абхазами. Я же все-таки, напротив, полагаю, что как раз речь идет именно о команах, куманах, кипчаках, и даже на средневековых картах, вот как Апу обозначено выше, также на средневековых картах чуть выше Абхазии обозначены команы. И вот это обозначение ввело в путаницу в XIX веке, и так появились команы абхазские со всеми святынями новыми, которые здесь возникли. И к сказанному добавлю, что в начале XII века царь Абхазов, или, как мы говорим технически, Абхазов и Кардвелов, Давид Строитель, переселяет на территорию тогдашнего Абхазского царства большое количество вот этих куманов. Сам же он был женат на дочери куманского кипчакского хана Атрака и царицы Бурандух. Да, вот тоже это имя тоже очень интересно, но вы эту тему лучше меня знаете. Далее, по поводу последних торговых сношений значит, итальянцев с абхазами, вот Вячеслав Андреевич вы как раз приводит очень интересную цитату Дюбуа де Монпаре об экспорте, да, закупе, точнее, итальянцами абхазского самшита в Бамборе еще в начале XIX века. Вот к этому я бы хотел добавить и обратить ваше внимание на весьма интересные сообщения еще одного француза, уже, правда, подданного голландцам, Жака Виктора Эдуарда де Бум де Марини, начала XIX века. Он нам сообщает о генуэзце Скасси, который, значит, находился в Анапе и Пшаре. И вот в дневниковых записях от 3 мая 1818 года он пишет: «Этот день, так же, как и днем ранее, наш флаг развивался на корме, а генуэзский флаг на Бизани. Последний вывешивался каждый день по совету господина Скасси, считавшего, что это пойдет нам на пользу, поскольку, по его словам, эти люди, а речь идет о шапсудах, эти люди любят генуэзцев, которых называют дженуэз, и к которым расположены как братья, совсем как французы. Я не знаю, чему приписать привязанность черкесов к французам, которых они называют Францией, но чаще франки. Что касается их расположенности генуэзцам, она, несомненно, обязана сильному влиянию, которое эта республика в прошлом имела в Черном море, и колониями, которые, вероятно, организовывались на Аббасских берегах. Он же сообщает о бриге Святой Лаврентий, который был нанят в Генуе, и, значит, вот этот бриг находился в Анапе 24 мая, в течение всего мая 1818 года, и торговец Гарибальди, что он скупает в XIX веке? Значит, прямая цитация. Этот торговец меньше чем за месяц скупил 2000 бычьих и коровьих шкур, 2000 шкур зайцев, несколько сотен овечьих шкур, 1500 ока желтого воска, за которым расплачивался маслом, кофе и испанскими пиастрами. Все идет речь о XIX веке. И последнее сведение из дневников этого автора. Летом 1824 года он находится снова в Анапе и пишет: «Во время моего пребывания в Анапе я занялся копированием надписей
надписи на многих сабелях. Я видел надписи «Генуя» и «Голландия» с изображением головы нашего Спасителя, речь идет о Христе спереди, или надписи вроде следующей: «Парми дей у парми рей», «Не вынимай меня без причины и не вкладывай без славы». Значит, и последнее. Современные отношения Абхазии с Италией. Здесь я тоже хочу, если позволите, некоторые воспоминания. Несколько раз мне тоже доводилось бывать во многих итальянских городах. В 2012 году мы попали в Венецию с моим греческим другом, в греческий квартал Венеции, где находится храм Святого Георгия, управление, монастырь и, самое главное, греческий институт византийских и поствизантийских исследований. И вот 23 апреля, так получилось, был память Святого Георгия, там собралось огромное количество духовенства со всей Италии, и мне предоставили во время богослужения произнести несколько слов, несколько возгласов, текстов на абхазском языке. И затем, когда уже митрополит благодарил, он сказал, что среди участников празднующего торжества находится, как он выразился, гость из далекой Абхазии. Но я потом объяснил, что не такая уже Абхазия далекая, и что наши отношения давно существуют. И последнее. В ноябре 2014 года, когда Вячеслав Андреевич был министром иностранных дел, на мое имя поступило письмо от руководителя организации Международной дипломатической обсерватории сеньора Вито Гритани с приглашением посетить город Бари. Туда я поехал в декабре 2014 года, там было много встреч, все это освещалось прессой и так далее. Когда я вернулся, у нас состоялась встреча с Вячеславом Андреевичем, он меня спросил, каково мое мнение об этом человеке. Я сказал, что человек произвел на меня весьма впечатлительное, весьма положительное впечатление, и мне кажется, что он может принести пользу нашему народу. Через небольшое время он был назначен послом по особым поручениям МИДа Республики Абхазия. Благодарю за внимание.